Сегодня, ребята, нам предстоит познакомиться со статьей Дмитрия Сергеевича Лихачева, проанализировать ее и выполнить комплексный анализ текста. Прежде чем мы приступим к анализу текста, давайте мы посмотрим, какие же задачи, цели нам предстоит сегодня решить на уроке. Сегодня, ребята, мы продолжим работу по комплексному анализу текста. Мы закрепим знания о тексте, о стилях и типах речи, закрепим умение анализировать текст, выделять в нем тему, идею, основную мысль, определять языковые средства, которые обеспечивают точность и выразительность языка, и определим свое отношение, свое личностное восприятие к тем нравственным ценностям, о которых говорится в тексте. Перед вами, ребята, распечатанный текст Дмитрия Сергеевича Лихачева и рабочие карты, на которых вы будете производить записи. Напишите число, классная работа и тему урока. Итак, ребята, кто же такой Лихачев, что вы о нем знаете? Дома вам нужно было подготовить сообщение о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. Я надеюсь, вы готовы. Так, пожалуйста, замена на доске. Лихачев Дмитрий Сергеевич. Родился 28 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге. В 1928 году окончил факультет общественных наук Ленинградского государственного университета. С 1928 по 1932 годы был незаконно репрессирован и находился в Соловецком и Беломоре-Балтийском лагерях. С 1938 года младший, а с 1941 года старший научный сотрудник Института русской литературы Пушкинский дом Академии наук. С 1954 года заведующий сектором в настоящее время отделом древнерусской литературы ИРЛИ. С 1970 года действительный член Академии наук СССР. Известный ученый, автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы, главным образом древнерусской и русской культуры, автор сотен работ, в том числе десятков книг по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы, многие из которых переведены на английский, болгарский, итальянский, польский, французский, испанский, китайский, немецкий и другие языки. Много внимания Лихачев уделил исследованию великих памятников древнерусской литературы, повесть временных лет и слово о полку Игореве, которые им были переведены на современный русский язык с комментариями автора. Дмитрий Сергеевич Лихачев – автор 500 научных и около 600 публицистических трудов. Иностранный член Академии наук Болгарии, Венгрии, Академии наук и искусств Сербии, член-корреспондент Австрийской, Американской, Британской академии, член-корреспондент Старейшего общества США Философского, член Союза писателей с 1956 года. С 1983 года председатель Пушкинской комиссии Российской академии наук. С 1974 года председатель редколлегии художника «Памятник культуры. Новые открытия». Возглавлял редколлегию серии «Литературные памятники». Был членом редколлегии журналов «Новый мир» и «Наше наследие». В 1986 году организовал Советский, ныне Российский фонд культуры и был председателем президиума фонда. Член комиссии по правам человека при администрации Санкт-Петербурга. Герой социалистического труда. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, болгарским орденом Кирилла и Мефодия первой степени и медалями. Имя Лихачева присвоено Малой планете за номером 2877, открытое советскими астрономами в 1984 году. В 2001 году был учрежден Международный благотворительный фонд имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. 2006 год, год столетия со дня рождения ученого, указом президента России Владимира Путина был объявлен годом культуры, образования, гуманитарной науки, годом академика Дмитрия Лихачева. Скончался 30 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге. Хорошо, замена, садись. Спасибо за содержательное сообщение. Есть какие-то дополнения у вас еще? Ребята, Дмитрий Сергеевич Лихачев – один из самых выдающихся ученых современности. Известный публицист, пропагандист духовности и нравственности. У меня в руках замечательная книга академика «Письма о добром». Эти письма, ребята, адресованы не кому-либо конкретно,
а всем читателям. Прежде всего вам, ребята, молодому поколению, потому что вам еще предстоит учиться жизни и идти ее сложными путями. И об одном из этих писем, входящих в данный сборник, мы сегодня и поговорим с вами. Итак, возвращаемся к теме урока. Перед вами распечатанные тексты. Обратите внимание на заглавие письма про зависть. Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «зависть», «завидовать»? Так, пожалуйста, Майя. Гнев, страдания, Так. плохое чувство. Так, хорошо. Так, хорошо. Еще какие чувства? Назифа, пожалуйста. Сожаление, так. Ненависть, хорошо. Так, еще какие чувства у вас возникают, пожалуйста, Роман? Нежелание добра другому. Так, хорошо, хорошо. Итак, ребят, вот такие чувства у вас возникают, когда вы слышите эти слова. Так, вот примерно вот такие, значит, чувства у вас возникли, когда вы услышали эти слова. Ребята, в толковом словаре Ожегова дается такое определение этого слова. Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого. А теперь заглянем в другой словарь. Словарь Владимира Ивановича Даля. Зависть – досада по чужому добру или благу. Нежелание добра другому, а одному лишь себе. Завидовать – досадовать на чужую удачу, болеть чужим здоровьем. Ребята, наверняка у вас, да у нас и у всех, возникает такое чувство. И объектом зависти может стать все, что угодно. Например, мужчины могут завидовать высокой зарплате, дорогому автомобилю, карьерному росту своего сослуживца. Женщины завидуют талантливым, послушным детям, внимательному мужу. А школьники могут завидовать тем ученикам, которым дают мало домашнего задания и их выделяют на уроке. Малыши чаще всего завидуют ярким и красивым игрушкам своих друзей. И так или иначе, ребята, объектом зависти становится то, чего нам не хватает для своего счастья. И как бы вы определили значение зависти для себя, ребята? Вот как вы видите это слово, как вы чувствуете его? Зависть. Так, пожалуйста, Замина. Смелее, ребята. Зависть, я считаю, это самое ужасное чувство на земле. На земле, да, это ужасное чувство. И от этого чувства, наверное, если оно есть, надо что делать? Избавляться, да, то есть как-то его избегать. Так, хорошо. А как же формулирует садизм? Есть еще какие-то дополнения, ребята? Так, пожалуйста, Радим. Зависть – это то чувство, которое человеку вредит. Так. И которому ему становится плохо, больно в душе. Так, то есть мы с вами можем сделать такой вывод, что человек, когда он завидует, он прежде всего делает плохо себе, да, то есть себе же плохо, да, себе же дороже обходится вот эта зависть. Так, хорошо, садись. Так, итак, ребята, как формулирует понятие зависти академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, мы сейчас поймем, прочитав текст. Внимательно слушаем, ребята. Следим за текстом. Если тяжеловес ставит новый мировой рекорд в поднятии тяжестей, вы ему завидуете? А если гимнастка? А если рекордсмен по прыжкам с вышки в воду? Начните перечислять все, что вы знаете и чему можно позавидовать. Вы заметите, что чем ближе к вашей работе, специальности, жизни, тем сильнее близость зависти. Это как в игре. Холодно, тепло, еще теплее, горячо, обжегся. На последнем вы нашли с завязанными глазами запрятанную другими игроками вещь. Вот тоже и с завистью. Чем ближе достижение другого к вашей специальности, к вашим интересам, тем больше возрастает обжигающая опасность зависти. Ужасное чувство, от которого страдает прежде всего тот, кто завидует. Теперь вы поймете, как избавиться от крайне болезненного чувства. Развивайте в себе свои собственные, индивидуальные склонности, свою собственную неповторимость в окружающем вас мире. Будьте самим собой, и вы никогда не будете завидовать. Зависть развивается
прежде всего там, где вы сам себе чужой. Зависть развивается прежде всего там, где вы не отличаете себя от других. Завидуете, значит, не нашли себя. Итак, ребята, прежде чем мы приступим к анализу текста, давайте вспомним, что такое текст. Так, пожалуйста, Зульфия. Текст – это то, о чем говорится в данном тексте, и что поясняет автор. Так, садись, то есть не очень точно формулировка. Ребята, что такое текст? Так, пожалуйста, Милана. Текст – это группа предложений или абзацев, связанных между собой грамматически и по смыслу. Так, и по смыслу, хорошо. Садись, это более точный ответ, да, ребят, согласитесь? Да. И характерными признаками текста является что? Это тематическое и композиционное единство всех его частей. Это смысловая завершенность, да, смысловая завершенность, относительная законченность и смысловая целостность. Вот это и есть, мы называем текстом. То есть все предложения связаны смысловыми отношениями. Так, значит, и тем самым мы с вами доказали, что перед нами это не набор предложений различных, а текст, потому что все здесь взаимосвязано. Хорошо. Так, какова тема этого текста, ребята? Так, пожалуйста, Замина. Я думаю, что тема про зависть. Тема про зависть, да? Так, хорошо. Причем, ребята, нужно заметить, садись, хорошо, Замина. Надо заметить, что тема уже указана где, ребята? Роман, где? Она где уже указана? В заглавии указано. Так, садись. То есть мы уже с вами подготовлены к тому, что в данном тексте будет говориться о зависти. Теперь мы приступим к формулировке проблемы текста, ребята. И вот небольшая справка. Основная проблема, давайте вспомним, это та, которая стала объектом раздумий автора, над которой он в основном размышляет, которой он неоднократно возвращается. Проблема поднимается какая? Про зависть. Так, хорошо. Как избавиться от этого чувства? Почему всегда существует опасная близость зависти? Когда чувство зависти овладевает человеком? Вот это является проблемой данного текста. По мере того, как мы работаем, ребята, вы фиксируете все, записываете в ваших рабочих листах. Какова основная мысль текста? Основная мысль, мы еще называем ее авторской позицией. Главная мысль. Так, Рагим, пожалуйста. Основная мысль текста – это то, что затрагивает писатель. Так, к чему он нас К чему он призывает, да? Чему он нас побуждает человека к определенным действиям. Вот так, то есть побуждает к каким-то действиям, призывает нас, учит нас чему-то. И это является авторской позицией и главной мыслью этого текста. Хорошо, садись. Обычно, ребята, основная мысль, авторская позиция, может фиксироваться и в каком-то предложении. Как вы думаете, в каком предложении именно выражена эта авторская позиция? Так, Зульфия прочитает. В предложении 10 зафиксирована эта авторская позиция. Так, прочитай. Теперь вы поймете, как избавиться от крайне болезненного чувства зависти. Развивайте в себе собственные индивидуальные склонности, собственную неповторимость в окружающем вас мире, будьте самим собой, и вы никогда не будете завидовать. Так, хорошо, Зульфия, хорошо, садись. Мы с вами определили тему. Итак, ребята, теперь переходим к анализу текста. Мы будем определять стили. В русском языке выделяют несколько стилей. Давайте вспомним. Вспомни, пожалуйста, Роман. В русском языке выделяют разговорный стиль, Так. книжный, художественный, официальный, деловой, научный и публицистический стиль. То есть к книжному стилю относятся, да, вот эти Да, 4 подстиля. Так, хорошо, садись. И вот как вы считаете, ребята, к какому стилю речи относится данный текст? Вот у нас указаны варианты, и вы должны выбрать из этих вариантов. Так, пожалуйста, Назифа. Я думаю, что этот текст носит публицистическому стилю. Так, хорошо. Так, правильно, садись. Так, давайте более подробно поговорим об особенностях этого стиля.
Сфера применения. Где применяют публицистический стиль? Так, пожалуйста, Майя, где применяют? Публицистический стиль обычно применяется в репортажах, Так. интервью, в газетах. В газетных и журнальных статьях. Так, хорошо. Значит, когда освещается общественно-политическая жизнь страны. Хорошо, садись. Основные черты, стилевые черты Зульфия. Основными чертами публицистического стиля являются логичность, эмоциональность, оценочность, Образность, призывность, да, вот как в этом тексте нас, да, он призывает, да, чтобы мы с вами не завидовали, а находили самого себя. Так, садись, хорошо. Так, общедоступность, ребят, потому что вообще публицистический стиль, он, значит, прежде всего, он предназначен для широкого круга аудитории, он предназначен всем читателям, поэтому общедоступность. Так, хорошо. И важнейшая функция публицистического стиля – это воздействующий. Как вы считаете, почему автор выбирает именно публицистический стиль? Сделаем такой небольшой вывод. С какой целью? Вот после того, как мы все это проанализировали, что это за стиль? Так, пожалуйста, Замина. Потому что привлечь внимание читателя на поднятой проблемы, заставить его задуматься над этой проблемой. Вот, то есть вот поэтому он выбирает именно этот публицистический стиль, да, чтобы мы с вами подумали, обсудили этот вопрос. Почему же нельзя завидовать? Почему же ужасное чувство, от которого прежде всего страдает кто? Сам тот, кто завидует, да, сам этот человек. Хорошо, садись. То есть и поэтому, ребята, цель публицистического стиля – привлечь внимание читателя к поднятой проблеме, заставить задуматься, убедить нас в чем-то и побудить его к определенным действиям. К какому же типу речи относится данный текст? Перед вами 4 варианта. Значит, повествование, рассуждение, описание, повествование с элементами рассуждения. Так, как вы считаете? Так, пожалуйста, Милана. Я считаю, что это рассуждение. Так, рассуждение. Все согласны, ребят, что это рассуждение? Но мы сейчас по ходу с вами выясним еще. Так, хорошо. Давайте выясним, как строится текст рассуждения. Действительно ли это рассуждение, ребят? Как он строится? Так, пожалуйста, Роман. В тексте рассуждения употребляются вводные слова. Так, ну, до построения я хотела бы услышать от тебя, Роман, как строится. Вот что у нас первое? Это тезис, да? Не хором отвечаем. Доказательство. Так, и следующее? Вывод. Хорошо, садись. То есть тезис – это, значит, та мысль, которую мы излагаем. Затем идет доказательство, факты. Мы с вами должны привести такие факты, чтобы мы с вами убедили читателя в нашей правоте. И факты, как вы знаете, ребята, не просто говорят факт, упрямая вещь, да? И поэтому факты должны быть неоспоримыми. А потом в конце мы делаем что, Назифа? Мы делаем вывод. Хорошо, мы делаем вывод. Так, в любом рассуждении есть тезис и обоснование высказанной мысли, логический вывод. Опишите, по каким авторским приемам, и вы обратите внимание, ребят, на текст, который перед вами, по каким авторским приемам мы определили, что это тип речи рассуждения. Так, Замина. В тексте рассуждения обычно используются вводные слова, вводные конструкции, причастия, причастные обороты, В этом тексте риторические вопросы, вот. вопросительные и побудительные предложения. Синтаксически как они построены? Сложно? Подчиненные. То есть обычно это сложные конструкции, да, ребята? И вот у нас, садись, хорошо, и действительно здесь есть и сложно подчиненные предложения, здесь есть вопросительные предложения, повторы, можно последовательно изложить мысли, и все это характерно для текста рассуждения. Более конкретно, какие же приемы построения в тексте мы здесь видим? Милана, прочитай, пожалуйста. Какие приемы, средства и приемы построения текста использовал автор? Вопросительные и побудительные предложения. Так, чуть погромче. Неполные предложения, повторы, обращение к собеседнику,
использование предложений с однородными членами, параллельный способ связи предложений, Использование предложений с однородными членами. Так, садись. Хорошо. Какие слова повторяются чаще всех? Так, пожалуйста, Милана. Зависть, завидовать, если... Так. Собственный, хорошо. Так, прямые обращения, ребята, к собеседнику даны в каких предложениях? Так, пожалуйста, Роман. В первом предложении, в четвертом и в десятом предложении. Так, хорошо. Здесь к нам, прочитай первое предложение для... Если тяжеловес ставит новый мировой рекорд в поднятии тяжести, вы ему завидуете? Значит, то есть автор обращается именно к читателю. И это, да, собеседнику, это прямое обращение к собеседнику. Садись, хорошо. Параллельный способ связи. В каких предложениях мы видим параллельный способ связи, ребята? Так, пожалуйста, Назифа. В 11-12 предложениях. Так, садись. А как вы понимаете, ребята, параллельный способ связи? Что это за связь? Параллельный способ связи. Пожалуйста, Замина. Это все предложения, начиная со второго и по смыслу грамматических, связаны с первым. Связано с первым. То есть, это тоже правильный ответ. То есть, тут дала характеристику вот по месторасположению этих предложений. Да? Садись. Есть какие-то дополнения еще? А так, ребята, параллельная связь – это одинаковый порядок слов. Как вы видите в 11-12 предложении, посмотрите, пожалуйста, ваш текст. Одинаковый порядок слов. Это главные члены предложений выражены одинаковыми грамматическими формами. И иногда эти предложения начинаются с одинаковых слов. И это является параллельной связью. И еще его называют синтаксический параллелизм. Так, хорошо, ребята. И использование предложений с однородными членами. Какие предложения? Однородные члены предложения. Так, пожалуйста, Роман. В пятом предложении, в 8-м и в 10-м. Так, хорошо. Вот пятое предложение. Зачитай, Зульфия, садись. Это как в игре. В игре. Ставь Тепло, правильное ударение. еще теплее, горячо, обжегся. Так, назови однородный член предложения. Холодно, тепло, теплее, горячо, обжегся. Так, хорошо, садись. То есть, все члены. И союзы. Давайте назовем их. Союзы. Так, пожалуйста, Муталиб. Что? Так, Так. Тоже. так. Если, да, если. Это какие союзы, Муталиб? Это подчинительные союзы, да? И это говорит о чем? Что здесь много каких предложений? Сложно подчиненных предложений. Так, садись. Давайте охарактеризуем лексику данного текста, ребята. Вот здесь имеются эмоционально окрашенные слова. То есть эмоционально окрашенные слова, ребята, слова, которые выражают отношение, наше с вами отношение к какому-то предмету, признаку или действию. Давайте найдем такие слова. Так, и кто готов ответить? Пожалуйста, Милана. Гневное чувство, ужасное чувство. Так, и обжигающая опасность зависти. Да? То есть здесь эти слова дают оценку. Вот, взволнованность, обеспокоенность автора показывают тем самым. Так, садись, хорошо. Ребята, как соотносятся начало и конец текста? Так, пожалуйста, Милана ответит. Вначале автор ставит вопрос, а в конце он сам отвечает на этот вопрос. Так, то есть вот как то есть вначале у нас идут вопросы. То есть риторические вопросы, для чего они служат? Излагать. Для чего они служат? Для привлечения внимания кого? Читателя, слушателя, да? Вообще, ребята, риторические вопросы, они создают эффект живой беседы с читателем. Вот нам, поэтому они важны в тексте рассуждения. И здесь мы с вами увидели, что вначале дает вопрос Лихачев, а затем он отвечает. Как он отвечает? Зачитай, пожалуйста. Завидуете, значит не нашли себя. Вот так, хорошо. То есть вот начало и конец, они соотносятся. И таким образом, ребята, мы с вами доказали, садись, Милана, что данный тип текста это, Зульфия, рассуждение. Хорошо. Ребята, следующий
этап нашей работы, это, значит, итак, ребята, сейчас мы с вами перейдем к следующему анализу, мы будем находить средства художественной выразительности в тексте. Вам они очень хорошо известны по анализу текста, который мы с вами очень часто делаем. И потому что следующей характерной особенностью публицистического стиля является употребление всевозможных средств художественной выразительности. Так, здесь дам определение, чтобы вы могли значит, сконцентрировать свое внимание в нахождении, правильном нахождении данных языковых средств. Так, давайте найдем эпитеты и зачитаем их. Так, пожалуйста, Рахмонов. В первом предложении эпитеты – это мировой рекорд, потом ужасное чувство и обжигающая опасность. Обжигающая опасность, да? И еще садись. Еще, ребята, болезненное чувство, да? То есть это тоже эпитет. Хорошо, молодец, Назипа. Хорошо, ребята. То есть это оценочные эпитеты, которые выражают авторскую обеспокоенность, взволнованность по этой проблеме. Так, что мы еще видим, ребята, в данном тексте? Что мы еще видим? Так, пожалуйста, какие средства выразительности? Так, Майя. Метафора. Так, назови. Обжигающая опасность зависти. Зависти. А что такое метафора? Слово или словосочетание, Так. в котором скрыто сравнение. Скрытое сравнение. То есть содержится скрытое сравнение на основе сходства, да? Поэтому обжигающая опасность, да? То есть она может обжечь. Это скрытое сравнение. Так, садись. Это развернутая метафора. Хорошо. Ребята, еще какие средства мы видим? Пожалуйста, Назифа. Анафора. Зависть развивается. Дважды повторяется, да? Зависть развивается. А что такое анафора? Повторение Слов или сочетание слов. Где? В начале. Вот это очень важно. В начале каждого предложения. Садись. Хорошо. Еще, ребята, сравнение не видите? В пятом предложении. Это как в игре. Видите союз как? И это что у нас? Сравнение. Как в игре. Хорошо. И еще в пятом предложении, ребята, обратите внимание. Значит, холодно, тепло, еще теплее, горячо, обжегся. Ряд слов, которые углубляют признак. Ну, так, пожалуйста. Я считаю, что это градация. Это градация. Молодец, Замина. Хорошо, это градация. То есть расположение слов или выражений по нарастанию или убыванию. Садись, Замина. Хорошо. Так, отметьте, ребята, у себя в рабочих своих картах. Так, записали. Так, хорошо. Пишем. Следующий этап. Завершили, да, ребят? Хорошо. Следующий этап значит, нашей работы, комплексного анализа текста, это грамматический анализ текста. Обратите внимание, ребят, на ваших листах указано, что мы с вами должны делать. Да. Грамматический анализ текста. Значит, нам нужно назвать орфограмму в слове. Возрастает. Затем указать верную характеристику 10-го предложения. И в предложении 12 нужно выполнить синтаксический разбор предложений и расставить знаки препинания. Так, пожалуйста, Милана, значит, орфографический разбор в доске. Так, делаешь разбор. Так, синтаксический разбор у нас, так, Замина пойдет, сделай синтаксический разбор. Пока они работают, ребята, мы с вами выполним второе задание. Обратите внимание на данное задание. Укажите верную характеристику 10-го предложения, сложное, сочинительной и подчинительной связью, сложно подчиненное, 2 основы, сложное с бессоюзной, сочинительной и подчинительной связью, сложно подчиненное, 3 основы. Текст перед вами находится, ребята, 10-е предложение. Думаем и отвечаем. Какое же это предложение? Как вы считаете, что это за предложение?
Рагим, пожалуйста. Ну, я считаю, что это сложно сочиненное предложение. Союз. Ну, Так. Сочинительный союз и... Так, ты знаешь, там есть сочинительный союз «и», но это ответ не очень точный. Садись, подумай еще немного. Вот 10-е предложение. Теперь вы поймете, это первая часть предложения, да? Потому что начинается какой союз после? Как? Это какой союз? Подчинительный союз. Хорошо, выяснили. То есть вторая часть. Как избавиться от крайне болезненного чувства зависти? Так, что у нас? 2Е, точки. Что это говорит? Это бессоюзная часть. Хорошо. Начинается третья часть. Развивайте в себе свои собственные индивидуальные склонности, свою собственную неповторимость в окружающем вас мире. Будьте самим собой. И потом начинается какая часть? Какой союз? Сочинительный союз. И это нам говорит, что это сочинительная связь. И теперь делаем вывод. Милана, пожалуйста, к какому варианту относится данное предложение? Сложное, союзное, сочинительное и подчинительное слово. Так, хорошо, все согласны? Да. Потому что мы с вами выяснили все эти союзы. Хорошо, молодец, Алиса. Так, ребята, вы готовы? Да. Так, пожалуйста, Милана. Возрастает. Первая орфограмма буква ЗС на конце приставок. В приставке ВОЗ пишется буква З перед звонкой согласной Э. Так. Вторая орфограмма. Чередующиеся гласные А, О в корне слова. В корне раз пишется а в корне рос мы пишем букву О. Третья орфограмма. Буква Е в окончаниях глаголов третьего лица единственного числа. Укажи, пожалуйста, это глагол первого спряжения. Так. Хорошо, Милана. Так, следующий разбор синтаксический. Пожалуйста, слушаем тебя. Предложение «зависть» развивается прежде всего там, где вы не отличаете себя от других. Это сложно подчиненное предложение с придаточной частью места. Первое предложение «зависть» развивается прежде всего там, главное предложение. Так. Второе, где вы не отличаете себя от других, это придаточное. Придаточная часть отвечает на вопрос «где», Так. присоединяется с союзом «где». Где? Хорошо. Придаточная часть места стоит после главной части, поэтому перед придаточной частью ставится запятая. Хорошо. Охарактеризуй, пожалуйста, простые предложения в сложном. Первое предложение главное, простое, повествовательное, распространенное, полное, двусоставное. Второе предложение придаточное, простое, повествовательное, распространенное, полное, двусоставное. Так, хорошо. Так, будут какие-то дополнения, ребята? Так, хорошо. Садись. Ребята, зависть, конечно, не новое явление в жизни. К этой теме обращались многие писатели и поэты, показывая пагубность этого чувства. Вспомните, в каких литературных произведениях мы можем найти примеры зависти. Вот мы недавно изучали роман Ивана Сергеевича Тургенева. Так, пожалуйста, Замина. Я могу привести такой пример. В романе Тургенева «Отцы и дети» Так. Павла Петровича Кирсанова раздражал Базаров. Так. Он ему завидовал, его спокойствию, его самоуверенности, Так. его твердости, твердых взглядов на окружающий мир. Так, хорошо. Так, садись, будут какие-то дополнения? Так, ребята, действительно, аристократа Павла Петровича раздражало чувство собственного достоинства и спокойствия Базарова. Но впоследствии он был вынужден признать победу нигилиста, да? И, безусловно, ребята, главной темой в произведении Пушкина, Моцарт и Сальери является тема зависти. Здесь Сальери, одержимый завистью, совершает преступление, так как жажда первенства сильна, он хочет быть первым. И Пушкин нам показывает, как зависть иссушает душу человека и приводит его к преступлению. Итак, ребята, сегодня мы с вами рассуждали о зависти. Каково ваше впечатление о прочитанном тексте? К какому выводу вы пришли после прочтения этого письма? Так, Рагим. У меня осталось такое чувство, что зависть – это плохое чувство у человека, которое ему вредит, и не надо завидовать другому тому, чего у тебя нет.
Так, хорошо. Так, еще, ребята, кто? Майя, пожалуйста. Ну, к чему нас призывает Лихачев? То есть, что нужно быть самим собой, конечно, вот что основное. Развивать свои какие способности? Индивидуальные способности, да, то есть не завидовать. А ведь и у нас есть эти таланты, да, ребята, их нужно просто реализовать. А зачем завидовать другому, когда мы сами можем чего-то добиться в этой жизни? То есть мы будем завидовать с вами? Нет, и мы будем над собой работать, как нас учит Дмитрий Сергеевич Лихачев. Садись. И убедил ли вас Лихачев, ребята, что завидовать значит не найти себя? Да. Да? Убедил. Хорошо. Ребята, сегодня мы вспомнили особенности публицистического стиля, текста рассуждения. Мы продолжили с вами работу по комплексному анализу текста, научились видеть смысловую целостность текста. И все это, ребят, конечно, безусловно, поможет нам при выполнении заданий по анализу текста рассуждения ЕГЭ. Спасибо вам за участие на уроке. Оценки сейчас будут проставлены мною.